Это телеканал Якутия-24, прямой эфир, Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер, смотрите сегодня. В борьбе с огнем все средства хороши. В Якутии продолжают вызывать искусственные дожди для тушения лесных пожаров. Насколько это эффективно, сколько действует пожаров на сегодня, как с ними справляются. Диалог с властью. Руководство Минтруда Якутии встретилось с общественниками. Обсуждали вопрос аренды жилья для инвалидов-диализников. Как прошли эти переговоры сторон? Добывать, но не во вред природе. Делегация правительства посетила Чаендинское месторождение. Проверяли экологический вопрос. Как там выстроена работа по части природоохраны? Красота внутри нас. Рак не приговор. Проект под таким названием организовали в Нерюнгри. В чем главный замысел этой акции? В СВФУ завершили прием документов от поступающих на бюджетные места по ЕГЭ. Какие факультеты и институты наиболее востребованные в этом году? Командная работа. Ученики Актемского лицея стали абсолютными победителями в 3D-моделировании на международных интеллектуальных играх. Как им это удалось? В Якутии продолжают вызывать искусственные дожди для тушения лесных пожаров. Работы ведут специалисты авиалесоохраны. Самолеты Ан-26 оснащают специальным оборудованием и запускают в облака пиропатроны с йодистым серебром. Это только один из методов борьбы с огнем в лесах. Сколько на сегодня действует пожаров по региону и как с ними справляются? Репортаж Саргаланы Захаровой. На территории Якутии действует 17 лесных пожаров. Сейчас удалось ликвидировать только 2 из них. Общая площадь, пострадавшая от огня, 46 тысяч гектаров. Задействованы все силы и средства. Это более 700 человек и 40 единиц тракторной и другой техники. 2 самолета-амфибий Б-200, а также Ан-26. В Республике Якутия активно используются возможности, которые не так давно были введены законодательством и применяются нашими специалистами. Методика взрывных работ при тушении лесных пожаров. Поэтому я думаю, что республика должна успешно справиться. Вызывают на подмогу и силы природы. Чтобы включить дождь, облака обстреливают из специальных пиропатронов, выстраивают маршрут, исходя из результатов анализа облачности над горящими районами. В Вилюйском районе обработали крупный пожар, то есть мы ввели реагенты на подходящую облачность с целью вызывания осадков. Рядом также в Сангарском районе там имеются пожары. Возможно, на эти пожары тоже выпадут осадки. Вероятность выпадения осадков 50-70%. Эффект неоспорим. Дожди помогли ликвидировать пожар в Вилюйском районе. Локализовали огонь и в соседнем Верхневилюйске. Горный Луз тоже попал под ливни и немного улучшил обстановку с пожарами. Буквально в течение 4 часов позволило нам облететь 4 района на 5 лесных пожарах, где, исходя из той облачности, которая была сформирована, позволило сделать все необходимые меры для того, чтобы вызвать осадки. Отметим, что с начала пожароопасного сезона на территории Якутии произошло 163 лесных пожара. От огня пострадали порядка 91,5 тысяч гектаров леса. Стихия продолжает бушевать. Саргалана Захарова, Вадим Конкевич, Якутск, Намский и Вилюйский районы. Росавиация увеличит субсидии авиаперелетов на Дальний Восток. Ведомство дополнительно направит еще 152 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма доп. Финансирования составит 625 миллионов. За счет этих денег будут просубсидированы самые востребованные маршруты из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, из Якутска и Владивостока в Москву. Российские авиакомпании и прежде всего Аэрофлот смогут дополнительно выставить на продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене. Руководитель республики Айсен Николаев вместе с председателем Якутской городской думы Александром Савиновым осмотрели и проверили строящиеся объекты в столице. Речь идет о скверах, площадках, соцобъектах и дорогах. Репортаж Ланы Ильиной.
4-я полоса по улице Автодорожной откроется в скором времени. Об этом заявили сегодня городские власти. Остались незначительные работы. Но самое главное, самая серьезная работа – это переключение напорной канализации. То есть вот здесь с водоканалом сейчас большая работа была проведена, и фактически мы уже вышли на финишную прямую. То есть в ближайшие 2-3 дня мы должны полностью переключить старую ветку на новую. И, соответственно, будут работы по демонтажу старой ветки. По инициативе жителей города действует проект «Народный бюджет». 70% работ по этой программе оплачивается из бюджета города. Остальное – сами горожане. И мы находимся как раз на площадке, который проект выиграл по программе народного бюджета строительство детской площадки. Это инициатива наших жителей. Мы ежегодно закладываем порядка 30 миллионов рублей. Бульвар Учителя по улице Ярославского уже имеет интересную историю. В прошлом году рабочие наткнулись на интереснейшие археологические находки. Сенсационные раскопки прервали стройку бульвара, но в этом году работы идут полным ходом, и ко дню города планируется открыть бульвар Учителя. Новая технология выращивания травы. Ее опробовали в сквере Матери. Трава выросла отменная. Проект «Комфортная городская среда». На реализацию проекта формирования комфортной городской среды город Якутск получил 125 миллионов из федерального бюджета и 16 миллионов из республиканского. Далее по этой программе детские площадки по улице Автодорожная и Якова Потапова. По идее, это вот когда вот нам проект показывали, да, вот это полностью это все должно было бы это сделать из дерева. А местами почему-то вот это ДСП это лежит. Ремонт дороги по объездному шоссе до Курнатовского строительное управление «Три восьмерки» планирует сдать в середине августа. Сейчас здесь идет асфальтирование. Долгострой по улице Тургенева, школа номер 35. Работы здесь в самом разгаре. Все работы идут в нормальном, хорошем графике. Мы, самое главное, с помощью федерального правительства, Министерства по делам Дальнего Востока смогли решить вопросы финансирования за счет этой школы, за счет федерального бюджета. Построено 3 этажа полностью. Закончена черновая отделка, закончен монтаж электропроводки и воздухопровода. Школа будет сдана в конце 2018 года. Лана Ильина, Георгий Григорьев, Якутск. Федеральная антимонопольная служба и Якутия подписали соглашение. Прежде всего, оно направлено на реализацию национального проекта по развитию конкуренции до 2022 года. Это должно дать толчок развитию экономики, субъектов малого и среднего бизнеса, способствовать улучшению качества жизни граждан. Самые больные темы в этой области – это здравоохранение, обеспечение горюче-смазочными материалами и строительство дорог. В ФАС подчеркнули, что главная идея соглашения – это не только реализация национального проекта по развитию конкуренции, а также взаимодействие Федеральной антимонопольной службы и Якутии по целому спектру вопросов. Вот план как раз у нас по республике начал реализовывать, буквально несколько месяцев только прошло, о результатах как раз Алексей Александрович доложил. Мы сейчас больше, может быть, даже не сколько какие-то конкретные уже результаты можем обсуждать, а можем обсуждать те начальные стартовые условия, с которых мы начинаем реализацию данного плана. И картина, о которой сегодня Алексей Александрович говорит, она, конечно, с одной стороны, в принципе, позитивная, так, с другой стороны, конечно же, есть очень серьезный вопрос. Это меня волнует и снижение общего количества предприятий в республике, в том числе в малом бизнесе, так, хотя это тенденция общероссийская. Это все-таки, на мой взгляд, недостаточное пока еще сокращение доли государственного сектора в ряде отраслей, так и о которых сегодня вот как раз «Опора России» тоже вопрос задавал. Поэтому нам есть к чему стремиться, есть чем заниматься. Картели – бич нашего времени. Такое мнение высказал руководитель управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России Андрей Тенишев на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Якутии. Речь шла о проблемах в проведении торгов и закупок. В частности, одной из главных назвали картели, сговоры между участниками торгов, чтобы снизить конкуренцию и завысить окончательную цену на закупку. Таким образом, конечный продукт выходит намного дороже, чем мог бы быть в результате честного аукциона. Андрей Тенишев отметил, что в своем обращении Владимир Путин сказал о необходимости приравнивания таких действий к тяжким экономическим преступлениям и их преследования Уголовным кодексом. Владимир Владимирович вполне
ясно и откровенно дал понять представителям бизнес-сообщества, что картели должны наказываться наравне с такими преступлениями, как государственная измена либо убийство. Ведь на самом деле, если мы говорим о конкуренции как о конституционной ценности, да, то любые картельные соглашения посягают ведь на самом деле на основу конституционного строя. Потому что если мы откроем главу Конституции об основах конституционного строя, там четко написано: конкуренция, единое экономическое пространство, свобода предпринимательской деятельности. По факту банкротства банка Татта возбудили уголовное дело по признакам присвоения или растраты, то есть хищения чужого имущества в особо крупном размере. В настоящее время все материалы дела переданы в Центральный аппарат прокуратуры. Расследование будет проводиться в Москве. При этом дело возбуждено не в отношении конкретных лиц, а по факту выявленного преступления. Руководство Минтруда Якутии встретилось с общественниками. Ранее эти люди поднимали вопрос материальной обеспеченности инвалидов-диализников. Сюжет об этом выходил на прошлой неделе на нашем телеканале. Тогда больные жаловались, что им не хватает денег на аренду жилья во время лечения. Как прошли эти переговоры сторон, к чему в итоге пришли после обсуждения этой актуальной проблемы? Репортаж Дмитрия Тымырова. На встрече общественники вновь разъяснили суть своей проблемы. Министр и представители социальных служб, выслушав все вопросы и предложения инвалидов-общественников, сообщили, что на сегодня финансирование для поддержки инвалидов-диализников идет в полном объеме. Ежегодно на эти цели предусматривается 20 миллионов рублей. На аренду жилья из этих средств для каждого диализника выделяется сумма в размере 160 тысяч рублей. Размер материальной помощи он составляет 5 прожиточных минимумов. Это примерно 13 тысяч в месяц. Материальная помощь дается 2 раза в год по полугодию за 6 месяцев. Соответственно, общая сумма за 6 месяцев составляет 80 тысяч. Эта сумма не фиксированная. Он привязан к прожиточному минимуму. Если цены растут, повышается прожиточный минимум, соответственно, повышается и размер материальной помощи. Но увеличить общую сумму для социальной поддержки диализников не получится. Отметим, что на поддержку всех групп населения, нуждающихся в социальной поддержке, куда входят не только инвалиды, погорельцы, сироты и другие, выделяется 160 миллионов рублей. Получается 160 миллионов рублей. Нам эта сумма не увеличивает, к сожалению, да? Например. И получается, если мы еще вам увеличим, то получается, это же баланс, пострадают другие категории. Если это невозможно, то диализники предложили свой вариант выхода из ситуации. Возможно ли такое в новостройках выделять, например, обществам инвалидов по одному этажу, чтобы решить проблему заселения граждан с инвалидностью? Сегодня в очереди на получение жилого помещения стоят более 1400 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Но так как нету специального жилфонда, этот вопрос пока остается открытым. Выход из ситуации – это дома, которые сдаются по программе социального найма «Арендное жилье». Такие дома в столице региона находятся по адресу Каландрашвили 25А и Богдана Чижика 31. В данном мероприятии могут принимать участие только инвалиды первой группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, либо семьи, имеющие детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями, требующие длительного лечения в городе Якутске. Всю подробную информацию жители республики могут узнать на сайте Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия. Предложения, выдвинутые общественниками, на сегодня будут оформлены правильно и в скором времени будут внесены на рассмотрение в соответствующие органы. Этот вопрос необходимо дальше прорабатывать, вносить предложения. И думаю, что в ближайшем времени, с учетом еще и на сегодня задачами, которые поставил президент Российской Федерации в своих майских указах, указ 204, где говорится об арендном жилье, я надеюсь, что мы этот вопрос решим. Я, как представитель общественной организации «Диализники Якутии», ратую за то, чтобы мы совместно с представителями власти работали и принимали позитивные результаты.
для того, чтобы наши диализники чувствовали себя комфортно. Общественники остались довольны выстроенным диалогом с министром. Здесь они получили все исчерпывающие ответы на свои вопросы. Дмитрий Тымыров, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Возобновили подачу горячей воды в городе Нерюнгри, также в поселках Серебряный Бор и Беркакит. А водоснабжение в Чульмане восстановят 1 августа. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС завершили первый этап работ ремонтной программы на магистральных тепловых трассах. Работники устранили 96 дефектов на теплосетях. Ремонтные работы шли с 9 июля. Повторные гидравлические испытания для проверки отремонтированных участков на прочность перед отопительным сезоном пройдут в начале августа. Наконец-то дали воду, все в срок. Теперь можно отключать обогреватель. По факту массовой гибели птиц в Верхоянском районе проведет проверку Министерство экологии. Специалисты инспекции охраны природы совместно с сотрудниками МВД выехали сегодня на место происшествия. Гибель птиц произошла возле Эгинского наслега. Там обнаружили туши примерно 50 пернатых. Комиссия проведет обследование озера Байбал-Кёль. Также специалисты в Якутск направят сами туши для лабораторного исследования. Делегация правительства посетила Ленский район. Цель – ознакомиться с работой на Чаендинском месторождении. Прежде всего проверяли экологический вопрос. Как на Чаенде выстроена работа по части природоохраны. Репортаж Светланы Балеевой. Прибыла в Ленск правительственная группа вечером в понедельник. Утром следующего дня делегация вылетела на Чаендинское нефтегазоконденсатное месторождение. Знакомство с деятельностью «Газпром-добыча Ноябрьск» началось с воздуха, так как территория, которую занимает предприятие, растягивается на десятки километров. Осмотрев владение предприятия с высоты птичьего полета, делегация приземлилась. И дальнейшая экскурсия проходила уже на автомобилях. В этих местах бывали года 3 назад, когда здесь сдавались в эксплуатацию кусты скважин. И сейчас мы смотрим, что здесь на Чаенде вырос современный поселок, который строится. И здесь на нулевом километре Чаендинского месторождения будет добываться якутский газ и транспортироваться в систему «Силы Сибири». По словам министра охраны природы, 3 года назад у предприятия были проблемы с размещением твердых бытовых отходов, шламов, а также сбросом сточных вод. Но сегодня «Газпром-добыча Ноябрьск» уходит от былых проблем, ведет строительство новых объектов, очистных сооружений и полигона ТБО. Первым объектом, который посетил Сахамин Афанасьев, стал полигон твердых бытовых отходов. Полигон современный, таких полигонов в Якутии нету. Я впервые вижу, что современный, спроектированный и подходящий для условий Якутии полигон с большой производительностью. Здесь в комплексе можно размещать и шламы, и твердые отходы, и термическую обработку. При этом проводится весовой контроль, радиационный контроль и созданы условия для рабочего персонала. По словам министра, такие полигоны нужны повсеместно. Также Сахамин Афанасьев отметил, что компания показывает хороший пример вложения собственных средств в строительство современных полигонов по размещению отходов. Объект обошелся более чем в 2 миллиарда рублей. Строительство очистных сооружений предприятия обошлось в 1 миллиард рублей. И компания, получается, вложила предохранные мероприятия свыше 3 миллиардов рублей, чтобы ввести в эксплуатацию 2 основных объекта. Лицензия предприятием получена. Буквально на днях начнется эксплуатация полигона. Это сложный достаточно объект, потому что он значительно удален от основной инфраструктуры, и всю инфраструктуру приходилось создавать заново. Но время прошло, деньги были вложены, и значит, не потрачено не зря, потому что весь этот объект уже начинает функционировать. Очистные сооружения заработают только в конце этого года. С появлением этих 2 объектов у подрядных организаций, действующих на территории Чаендинского месторождения, отпадет проблема по размещению отходов и сбросу сточных вод. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас рекламная пауза, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Красота внутри нас, рак не приговор. Проект под таким названием организовали в Нерюнгри. В чем главный замысел этой акции?
Командная работа. Ученики Актемского лицея стали абсолютными победителями в 3D-моделировании на международных интеллектуальных играх. Как им это удалось? День парашютиста. Сегодня эту дату на работе отметили представители, связанные с этой дисциплиной и профессией. 24, прямой эфир, Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Мы продолжаем. Должникам по выплате алиментов хотят ограничить получение заграничных паспортов и регистрацию права собственности на имущество. С такой инициативой выступили в Комитете Совета Федерации по социальной политике. Ранее сообщалось, что разрабатывается закон, по которому хотят запретить должникам по алиментам сдавать экзамены на водительские права. В Федеральной службе судебных приставов отмечали, что у должников выплата долгового обязательства должна быть важнее, чем получение прав или покупка автомобиля. Минтруд предлагает усилить ответственность вплоть до уголовной для работодателей, которые увольняют работников предпенсионного возраста. Глава министерства в начале июля также заявил, что зарплаты россиян предпенсионного возраста будут расти, а дисбаланс в оплате труда пожилых и молодых сотрудников будет постепенно выравниваться. Красота внутри нас. Рак не приговор. Проект по таким названиям организовали в Нерюнгри. Акцию запустили, чтобы женщины, столкнувшиеся со страшной болезнью, сняли с себя психологический барьер, выступили фотомоделями и показали свою настоящую красоту обществу. Рассказывает Александра Цыбикова. Этот проект – необычный показ фотографий. Он несет глубокий смысл для людей, которые хотят быть услышанными и увиденными. Мила Усенко – профессиональный фотограф, в чью голову пришла идея реализации подобного проекта. Она объединила участниц в группу, где каждая поведала о своей жизненной ситуации. Услышав слова поддержки от людей, кто знает о болезни не понаслышке, женщины решили, что готовы поделиться своей историей с обществом. У нас здесь есть много нездоровых девушек, женщин, которых мы хотим показать, мы хотим достучаться все-таки. Мы хотим попросить, чтобы нас периодически посещали какие-то доктора, да, которые сюда до этого не приезжали. Мы хотим достучаться, чтобы у нас вовремя были препараты, наверное, да, чем девочки наши химичатся. Во многом реализация проекта зависела и от Светланы, которая занималась оформлением документации и работой со СМИ. В администрации района инициативная девушка защитила план проекта, согласовала положение, формат мероприятия, дату и место проведения. Действительно, те, может быть, кто постеснялся принять, может быть, кто-то побоялся, может быть, кто-то просто не услышал об этом проекте, да, но вот они очень многие, когда мы начали общаться, столкнулись с той проблемой, что общество их практически не принимало, потому что, ну да, видели взрослую женщину, и она идет, в общем-то, с бритой головой, и было непонятно, ну, то ли, может быть, как бы она слишком модная, то ли непонятно вообще в целом, что с ней. К сожалению, онкологическое заболевание может возникнуть в любом организме и в любом возрасте. Среди женских онкологий на первом месте по частоте стоит рак молочной железы. Нерюнгринке Наталье Кузнецовой поставили этот диагноз в этом году. Она сразу направилась в якутский онкодиспансер, где ее успешно прооперировали. На проект она пришла по собственному желанию. Нам нужен психолог. Некоторые девочки до того замкнуты в своем коконе, в своей болезни. Ну, так неправильно, я считаю. А от проекта я получила очень много позитивных эмоций. Я познакомилась с замечательными девочками, я познакомилась с замечательными организаторами. Фото будут представлены в монохромном стиле и вывешены в парке рядом с Домом культуры и духовности имени Пушкина. Прийти и посмотреть сможет каждый желающий. Александра Цыбикова, Аял Амосов, Нерюнгри. Преподаватели и воспитанники IT-школы имени Алексея Илларионова представили первый в Якутии тизер 3D-анимационного сериала для детей. Создатели мультфильма трудились над ним более месяца. При производстве использовали специальную программу Blender. Она позволяет применить особый метод анимации персонажей и объектов. По срокам не совсем успели сделать модели конкретно наших персонажей. Вот, поэтому пришлось использовать готовые, мы их скачали с интернета. Вот, но надеемся, что когда, если, точнее, когда он станет полноценным продуктом, там уже будут действия происходить в Якутске, персонажи будут нашими.
А ученики Актемского лицея стали абсолютными победителями в направлении 3D-моделирования на международных интеллектуальных играх. В дисциплине принимали участие 22 команды по 2 человека. Им нужно было разработать прототип многофункционального инструмента. Якутяне Степан Павлов и Милена Посельская стали первыми в направлении художественного моделирования и в целом, набрав 94,5 балла, стали абсолютными победителями этих соревнований. Сюжет Кристины Якуповой. Степан и Милена работают в команде не так давно, всего год. Но за это время ребята успели достичь хороших результатов. Только за год совместной работы ребята успели стать призерами республиканских, всероссийских и международных соревнований. У нас командная работа была сильная. Не было такого, что мы когда-нибудь ссорились. У нас есть условия для тренировки, потому что у нас есть технопарк. В международных интеллектуальных играх ребята участвовали впервые. Признаются, задания были не из легких, но сплотившись воедино, им удалось выступить достойно. Поначалу задания показались сложными, мы их обсудили, а затем уже по мере работы задание пошло, и как бы мы с ним справились. Когда началось награждение технического направления, мы не заняли ничего в техническом направлении, хотя я ожидал, что мы займем именно в техническом. А затем нам дали медаль в художественном направлении, и тогда я не понял вообще, что произошло. А затем мы вообще стали абсолютными победителями, и это было даже как-то неожиданно для нас. Именно здесь Степан и Милена работают над своими будущими проектами. Сначала эскиз будущего проекта рисуется на бумаге. Далее он переносится в компьютерную программу, где модель становится объемной. Затем на 3D-принтере все детали печатаются по отдельности, и уже завершающим этапом становится их сборка в единое целое. Кабинет 3D-моделирования в школьном технопарке работает с 2013 года. Именно тогда там появился первый 3D-принтер. А с приходом нового преподавателя направление стало набирать популярность среди учащихся. Вот в это времена я сам очень удивляюсь сейчас навыкам детей. Очень талантливые дети у нас учатся. И 3-й год, как наша школа защищает честь нашей республики, Ассоциации 3D-образования. Для юных изобретателей 3D-моделирование не просто хобби. Они собираются связать с этим свою будущую профессию. Впереди школьников ждет последний год учебы, государственный экзамен и новые победы. Кристина Якупова, Игорь Феглер, Артем Алексеев, Якутск. В пригороде Якутска в селе Владимировка появится новый социокультурный ленд-арт-объект под названием «Священный табун мифических лошадей». В рамках 5-го международного якутского биеннале современного искусства в столицу региона приехал художник-живописец, скульптор Николай Полисский. Мастер встретился с художниками, народными мастерами, дизайнерами, архитекторами Якутии. Рассказал о концепции создания своего проекта, о новых направлениях в художественной среде и о влиянии искусства на современное общество. Мероприятие посетил также временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что сегодня Николай Полисский со своей командой уже начал работу по возведению арт-объектов. По плану эти работы должны быть завершены ко дню города Якутска. Конечно же, нам нужны люди, поэтому жители Владимировки, Табаги, Хатас, особенно кто рядом молодежь, может приходить участвовать вот именно в этой работе, и это будет очень здорово, коллективная работа. Вчера мы встречались с жителями Владимировки, они просто полностью все, Николай обаял всех жителей Владимировки, они готовы были отправлять детей, но, видимо, вот с утра, как говорится, спят. Сегодня в России отмечают День парашютиста. В эту дату в 1930 году впервые была совершена серия прыжков с парашютом. В итоге эта дисциплина стала обязательной для всех летчиков. С тех пор стали появляться и отдельные профессии. Одна из них – парашютист пожарный. Репортаж Юрия Осипова. Даже праздник не повод для отдыха. Свой профессиональный праздник инструктор парашютной команды Роман Киселев встречает в полях. И так уже на протяжении 15 лет. С самолетом мы с парашютом прыгаем в место горения к пожару. Это оперативное тушение. В основном, где мелкие возгорания, их стараемся ликвидировать прямо на месте. Вот.
Обычно осуществляется авиапатруль на самолете Ан-2, как всегда с группой на борту. Только пожар обнаруживается, сразу же сбрасывается группа и приступаем к тушению. Устраиваться на эту работу Роман пришел еще в 2002 году. На протяжении года он проработал радистом. Все это время не оставлял надежды вступить в ряды парашютистов пожарных. В 2003-м Роман достиг своей цели. Сосед у меня был по дому. Как-то разговорились с ним. Он мне рассказал, что есть такая профессия. Работать в лесу, прыгать с парашютом, романтика, природа, грибы, ягоды осенью. Ну, я и решил попробовать. Пошел устраиваться, узнал, как, что, и приняли, понравилось. Так вот и остался. Но не жалею. Долгое время никак не могли попасть на лесной пожар. И только в середине лета мы полетели в горный район. Там был мой первый прыжок с парашютом. И вот это первый прыжок, первый пожар. Ничего особенного там не было. Сейчас Роман уже инструктор парашютно-пожарной команды. Тем не менее, продолжает тушить пожары. Роман сетует на то, что в последние годы очень мало молодого пополнения. К сожалению, молодежи сейчас мало. Сейчас вообще только летом по контракту людей набирают в основном. Поэтому постоянный состав уменьшается год от года. За сезон его команда локализует в среднем 10 пожаров. Как инструктор команды он следит за всем. За документацией, техникой и людьми. Евгений – коллега и друг Романа. Все эти 15 лет проработали вместе. Называет его спокойным и рассудительным. На работе он очень ответственный, очень щепетильный. Можно сказать, даже такой строговатый человек. А так по жизни жизнерадостный он как бы. Все хорошо обдумывает, потом потом приступает. Расставляет людей, технику, дает указания. Люди идут, слушаются его. С ним споров практически не возникает. Тем не менее, Роман внимательно выслушивает предложения членов своей команды и учитывает их при принятии решений. Там надо тоже доработать. Где-то маленько там надо докопать. Ну там метров 20, не больше. Потому что там тоже топ. И он в озеро-то не влезет, трактор. Задом давал. Ну сколько можно, взял. Как правило, парашютисты пожарные проводят на тушениях весь пожароопасный сезон, то есть с конца весны и практически до начала октября. Все это время работа не останавливается. Когда огонь локализуется, команду перебрасывают на другую точку. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Намский Улус, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия 24. Будьте всегда в курсе.